Добрый день, дорогие друзья. В первую очередь хочется вас поблагодарить за то, что вы пришли принять участие на этом мероприятии в память нашего дорогого коллеги, фронтовика, талантливого журналиста, редактора Прокопия Ивановича Егорова. Выражаю от имени правления Союза журналистов большую благодарность его внучкам и родственникам, которые организовали это мероприятие. Правда, многие, к сожалению, ушедшие, уходят как бы навечно, и бывает такое, что они не помнят коллеги молодые, не помнят родственники, и они, конечно, вообще уходят в забвение. К сожалению, за 15 лет моей работы председателем Союза журналистов таких личностей не так уж мало. Поэтому еще раз искренне благодарю родственников, внучек за то, что вы помните имя от дедушки, прадедушки и организовали этот вечер его памяти. Прокопий Иванович был, конечно, легендарным журналистом, первым редактором. В то время самой популярной молодежной газеты «Молодежь Якутии». Также работал в газете «Этер Коммунист». Это тоже газета была на якутском языке, одна из самых популярных в то время газет среди не только молодежи. Эту газету читали абсолютно все, горочки до горочки, и школьники, и взрослые, и, как говорится, люди старшего пенсионного возраста. Такими популярными были эти издания. Прокопий Иванович также работал в главной газете республики «Социалистической Якутии». И был одним из первых членов Союза журналистов Советского Союза. Два слова о Союзе журналистов Якутии и СССР. Союз журналистов Советского Союза был создан в 1956 году в Москве, а в республике организация была создана в 1959 году, спустя 3 года. Но наши первые редактора, первые достойные из достойных журналисты вступили в ряды Союза журналистов СССР тогда же, в 1957-1958 годах, написав заявление в Союз журналистов СССР в Москву, потому что у себя в Якутии Союза журналистов еще не было. И когда в 1959 году была создана наша журналистская организация Якутии, первым председателем был Иван Александрович Аркунов, уроженец Татинского луса и Гидейского наслега, и ему в прошлом году тоже исполнилось 100 лет. Иван Александрович и Прокопий Иванович работали рука об руку. Оба в этих же газетах. То один редактор, главным редактором, то один заместителем. В газетах, конечно же, того времени, в самых главных газетах Республики Социалистической Якутии и в газете «Крым». Оба были очень талантливыми журналистами с острым пером и, конечно же, пользовались большим уважением среди коллег и читателей этих газет. И сегодня, вот, увидев эту выставку, вспоминаешь те годы и папку тоже с его рукописью, да, его наградами, еще раз думаешь о нашем старшем поколении журналистов, преданных своему делу, раз выбранной профессии журналиста. Я сама тоже в журналистику пришла в далеком уже в 1981 году. 42 года уже работаю в этой сфере, но, к сожалению, в те годы я не застала
Прокопия Ивановича в работе, в редакциях. Да. Я начинала в районе, в Салданском, потом в Кандаласском районе. Только в 99 году перешла на работу в республиканские газеты, и с тех пор я работаю в Якутске. Потом лично я с ним не встречалась, не училась у него. И завидуешь тем журналистам, которые работали с ним, учились у него опыту, узнавали вообще его как человека, как фронтовика. Но зато мы просто знаем о нем, читая его книги. Вот его несколько книг у нас хранится до сих пор дома, потому что моя мама по первой профессии была библиотекарем, и всегда у нас большая библиотека якутских писателей и журналистов, и в том числе вот книги Прокопия Ивановича. И когда вот пригласили на это мероприятие, пригласили вести это вечер памяти, я еще раз прониклась и читала его биографию, его книги посмотрела. И, конечно же, радуюсь тому, что растет достойное поколение. И, оказывается, Майя тоже, да, по профессии журналист. Тоже хорошо, но у некоторых, конечно, есть династии журналистов, да, которые продолжают дело своих дедушек, бабушек или отцов и матерей. Но это тоже здорово, и, конечно, не канет в лету все его произведения, все его книги. Потом я получила письмо от внучек, да, тоже, да, о том, чтобы переиздали его какие-то книги или, в общем, написали о нем книгу. Мы над этой задачей будем работать. Я думаю, тем более сейчас газеты Саха-Сире и Якутия находятся под эгидой Саха-Медиа. Это крупная организация, и они смогут помочь нам, вам, и можно издать, конечно, книгу. Тем более, просто вот от этой идеи вашей мне тоже пришла такая мысль, что можно вообще, оказывается, серию, да, Иван Васильевич, серию именно вот журналистов-фронтовиков выпустить, понимаете, да? Тем более у нас много фронтовиков, тот же Николай Александрович Агунов был фронтовиком, Самсонов Николай Георгиевич был фронтовиком. Но у нас есть вот доска ветеранов Великой Отечественной войны на здании Дома печати со стороны улицы Кирова. Я вообще всегда благодарю Ивана Васильевича, это мой предшественник. Иван Васильевич долгие годы возглавлял союз журналистов, он всех их знал, и если вместе не работали, то хотя бы просто вот газетные его публикации есть. И Прокопий Иванович тоже он в свое время написал. И ту вот эту памятную доску тоже организовал Иван Васильевич. Ни у кого, даже у университета не было такой памятной доски воинов-фронтовиков. Первая такая памятная доска появилась на стене Дома печати к 50-летию, да, по-моему, Великой Отечественной войны. И там список более 100 человек, фронтовиков, воинов, журналистов, по-моему, 116 было. Потом мы еще дополняли с Иваном Васильевичем. И вот на этой памятной доске 140 человек, с дополнениями 140 человек. И там тоже, конечно, есть золотыми буквами написано имя Прокопия Ивановича Егорова. Также в прошлом году осенью мы выпустили впервые энциклопедию вот такую «Журналисты Якутии». Это первая энциклопедия журналистов с краткими биографиями. И тут тоже есть краткая биография Прокопия Ивановича. Также еще лет 10 назад Союз журналистов России совместно с журналом «Журналист» выпустили большую энциклопедию. Она толстенная, еще вот такая тяжелая книга. И туда нам дали квоту внести своих журналистов 100 человек. Там по критерию было, чтобы эти люди были заслуженными журналистами.
журналистами, заслуженными там работниками сфер разных, да, журналисты не всегда же работали в журналистике. И мы дали туда список из 100 человек, при помощи тоже Ивана Васильевича, конечно, и имя Прокопия Ивановича тоже написано в этой энциклопедии. Вам надо, наверное, это тоже взять, посмотреть, и там как бы сканировать надо. Поэтому его имя вписано в энциклопедию журналисты России, значит, и вот журналисты действительно. И еще раз поблагодарю. Давайте начнем наш вечер памяти, посвященный столетию Прокопия Ивановича. И первым слово предоставляю его внучке Гульне Владимировне, старшей внучке Прокопия Ивановича. Прокопия Ивановича. Я бы хотела зачитать его биографию. Родился 20 февраля 1923 года в Колгуминском наследии Мекинского улуса. Родители были мигрантными крестьянами-середняками. Мать умерла рано от туберкулеза в 1931 году, когда Прокопию было всего 8 лет. Отец Иван Егорович Егоров, когда началась коллективизация, вступил в колхоз, был бригадиром, председателем колхоза, активным советским работником. До войны вступил в партию. В 1942 году, в 1 год с сыном, он призвался в армию. Иван Егорович участвовал в боях, был ранен, проходил лечение в госпитале, умер от ран в 1944 году в городе Горький. Прокопий Егоров в 1938 году окончил 7 классов Маинской школы. С 15 лет работал в родном колхозе табельщиком, затем счетоводом. В сентябре 1939 года уехал в Якутск учиться на педагогическом рабочем факультете. Проучившись 2 года, поступил на физико-математическое отделение Якутского педагогического института. С институтской скамьи в июле 1942 года в возрасте 19 лет был призван в ряды советской армии. Направлен курсантом учебной команды при 8-м отделе Забайкальского фронта в город Чита. По окончании учебных курсов в феврале 1943-го было присвоено звание лейтенанта, после чего последовала служба в разных частях Забайкальского фронта. В 1944 году уехал на фронт, попал в штаб 313-й стрелковой дивизии 19-й армии 2-го Белорусского фронта. В составе этой дивизии участвовал в освобождении Померании, Польша, взятии городов Штегерс, Бальденберг, Полянов, Дыня и других. Окончил войну на устье Одера. 7 мая 1945 года был представлен к ордену «Красная звезда». На наградном листе записано: работая помощником начальника 6-го отделения, показал себя исключительно инициативным по организации кодированной и шифр-связи в штабе и частях дивизии. Много работал над вопросом подготовки офицерского состава штаба и частей дивизии, работе с документами скрытого управления войск, не жалея для этого ни сил, ни времени. Много работал над изданием устойчивых документов кодированной связи. Благодаря неустанной его энергии секретное делопроизводство в частях дивизии поставлено в полном соответствии с приказом НКО номер 0150. В период наступательных действий дивизии на территории Германии при любых сложных боевых условиях беспрерывно обеспечивал командование дивизии кодированной шифр-связью, тем самым способствуя успеху выполнения приказов по боевым операциям наших частей. За организацию бесперебойной кодированной шифр-связи в сложных боевых условиях, проявленную при этом энергию и мужество, достоин правительственные награды ордена «Красная звезда». Начальник 6-го отделения штаба капитан Варипаев. По окончании Великой Отечественной войны с июня по октябрь 1945 года продолжил службу в резерве 8-го отделения штаба Северной группы войск в польском городе Либниц. Затем в должности помощника начальника 6-го отделения штаба 8-го артиллерийского корпуса прорыва резерва Верховного командования в городе Гюрау, Польша, и в городе Гори, Грузия. В общей сложности прослужил в армии 5 лет, демобилизовался в апреле 1947 года в звании старшего лейтенанта. Неся службу в рядах советской армии, Прокопий Егоров активно участвовал в политико-воспитательной работе, был комсоргом. По возвращении на родину 24-летнего кавалера ордена «Красная звезда» приметили в обкоме ВЛКСМ. И в июле 1947 года он был принят на работу инструктором отдела пропаганды. В 1949 году вступил в партию. В Якутском обкоме комсомола он проработал до
1951 года. Сначала инструктором, потом заместителем заведующего отдела пропаганды, а в 1953 году Прокопий Иванович был избран секретарем обкома комсомола по пропаганде и агитации. В 1953 году Егорова направили на учебу в Иркутскую партийную школу, которую он окончил с отличием. Это была очная учеба на отделении газетных работников. К тому времени он уже был женат и имел маленьких детей, поэтому семья в течение 3 лет жила с ним в Иркутске. Вернулся в Иркутск Прокопий Иванович в 1956 году уже с журналистским образованием. И 22 августа 1956 года его назначили редактором областной газеты «ЭДР Коммунист». Прокопий Иванович стоял у истоков основания русскоязычного молодежного издания и в декабре 1957 года стал первым редактором газеты «Молодежь и пути». В этом же году вступил в Союз журналистов России. В 1963 году Прокопия Ивановича Егорова перевели заведовать отделом сельского хозяйства в объединенную редакцию газет «Социалистическая Якутия». В этой должности он проработал 4 года. Затем в 1967 году назначил ответственным секретарем редакции газеты «Кын», а в 1971 году заместителем редактора газеты «Социалистическая Якутия». В этой должности он проработал 7 лет до самой своей кончины в 1978 году. Автор книг «Якутия сегодня», «Наперекор трудностям», «Край наш родной Якутия», «Мать Малгиных», «Кавалер 5 боевых орденов». В переводе на русский язык уже после его кончины в 1985 году в сокращенном переводе издали повесть о сапере. Очерки «Ненастной осенью», «По горам скалистым», «Ведущие», значительного количества очерков и статей, а также рассказов, сценариев, фельетонов, переводов на якутский язык. На экспозиции сегодня представлены его книги, очерки, документальные повести, рукописи. Лауреат журналистской премии имени Ярославского, удостоен республиканской премии за книгу «Якутия сегодня». Награжден орденами «Красная звезда», «Знак почета», медалями, почетными грамотами. Последние годы жизни он посвятил теме войны. Огромную работу провел Прокопий Иванович в фондах Государственного архива Министерства обороны СССР для создания летописей о воинах-якутянах, их подвигах на фронтах Великой Отечественной войны. Прокопий Иванович был человеком мужественным, независимым, хорошо эрудированным, исключительно грамотным, одинаково хорошо писал на русском и якутском языках, писал живо и хлестко, был боевым, очень продуктивным журналистом. Темы его работ были очень разнообразны. Это были и вопросы экономики, и промышленного развития сельского хозяйства, и вопросы культуры. Всеми этими вопросами он владел свободно. Его выступления отличались смелостью, большой аргументированностью, знанием предмета, остротой, актуальностью и охватывали все аспекты жизни республики. По воспоминаниям коллег, Прокопий Иванович уважительно относился к людям, пользовался большим авторитетом, был чутким наставником, оставаясь взыскательным, принципиальным старшим товарищем. Прокопий Иванович Егоров внес большой вклад в журналистику республики. Имя его не забудется. Если вы позволите, я хотела бы зачитать его воспоминания о войне, если можно. Да? Из моего маленького родного колхоза «Коммунист», состоявшего из 48 хозяйств, на фронт ушло 64 человека. Живыми из них вернулись только 7. Погибли на фронте мой отец Иван Егорович, двоюродные братья Петр и Егор. В числе земляков, вернувшихся живыми, кавалер 2 орденов славы Семен Максимович Дмитриев и Михаил Михайлович Кулаковский, дошедший с боями до Праги. Я, обучаясь на 1-м курсе физико-математического факультета Якутского пединститута, прошел курс всеобуча и в июне 1942 года был призван в ряды советской армии. Вместе со студентами Николаем Сергеевичем Ивановым, Сергеем Елисеевичем Александровым окончил офицерские курсы и служил в частях Забайкальского фронта. В конце 1944 года я попал на 2-й Белорусский фронт, которым командовал маршал Советского Союза Рокоссовский. Чудом сохранилось мое письмо-треугольник, отправленное 16 февраля 1945 года. Это было ответное письмо, написанное Игнатьевым 12 ноября 1944 года и путешествовавшее до меня 3 месяца. В
В письме говорится: «Скоро, видимо, вступим в бой, совершаем марш из-под Варшавы. Нахожусь под командованием Рокоссовского, надеюсь отдохнуть после взятия Берлина. Здесь тепло, плюс 4 градуса, идут дожди, замучило бездорожье. С продуктами хорошо, в имениях бежавших помещиков запасов вдоволь. Прости, что пишу кратко, марш продолжается. На запад, на Берлин, медлить нельзя». Письмо написано по-якутски, и военная цензура не вычеркнула ничего. Я тогда ошибался. Оказывается, мы шли не на Берлин, а на Восточную Померанию. 19-я армия, в которую входила наша 313-я Петрозаводская стрелковая дивизия, была единственной свежей армией Второго Белорусского фронта. Предстояло разгромить фашистские войска группы «Висла» под командованием Гиммлера, в которую входило более 30 дивизий и бригад, в том числе 8 танковых дивизий и 3 танковые бригады. Группа «Висла», сосредоточенная в Восточной Померании, готовилась ударить по флангу тылу Первого Белорусского фронта, подошедшего к Берлину. Надо было сорвать этот замысел врага. 313-я стрелковая дивизия, в штабе которой я служил, 23 февраля 1945 года была передана в оперативное подчинение командира 3-го гвардейского танкового корпуса в качестве танкового десанта. Задача была ответственная – стремительным броском занять города Штегерс, Вальденберг, Бублиц и другие, и войти на берег Балтийского моря в районе города Кёзле. В 10 часов утра 25 февраля 1945 года полки дивизии, посадив по одному батальону на танки, перешли в наступление и стали преследовать отходящего противника. Помню первый немецкий город Штегерс, где мы ночевали. Утром, приоткрыв подполье, я обнаружил немцев, и гражданских, и военных. Когда мы пригрозили бросить гранату, из большого подполья вышли 12 вооруженных солдат и 20 человек в гражданской одежде. Видимо, они были настолько ошеломлены нашим наступлением, что не додумались перебить нас спящими. На завтра, когда дивизия проходила одну немецкую деревню, на нас налетело 8 фашистских самолетов. Помню, как от первого самолета, пикировавшего с противным боем, оторвались небольшие на вид бомбы и стали приближаться, увеличиваясь в размерах. Мне казалось, что все они летят точно на меня, лично на меня, и миновать не могут никак. Мне ужасно захотелось выскочить из воронки, где мы с другом Николаем Якубовским хоронились. Я уже собирался выбежать, но Николай, воюющий 3,5 года, бывший санитар, вытащивший с поля боя почти 100 раненых, придержал меня за воротник полушубка. Я, кажется, закрыл глаза, чтобы не видеть собственной смерти. Но когда взорвались бомбы, оказалось, что они пролетели метров на 100. Тут я ожил и понял, что не всякая бомба несет смерть именно мне. Отбивая ожесточенные контратаки противника, дивизия за 2 дня прошла 40 километров и заняла город Вальденберг. В этих боях отличились многие солдаты и офицеры. Например, заместитель командира по политчасти 1-го батальона 1070-го полка старший лейтенант Петр Иванович Романов. Когда группа фашистов ворвалась в расположение одного взвода, Романов с группой солдат вступил в рукопашную схватку. Огнем и прикладом автомата он уничтожил 6 гитлеровцев. В этом бою старший лейтенант Романов погиб смертью храбрых. 28 февраля и 1 марта 1072-й полк нашей дивизии вел ожесточенный бой за город Бублиц, где оборонялись немецкий пехотный батальон и отряды власовцев. Потеряв убитыми 130 солдат и пленными 150, немцы убежали из города. Ночью на 2 марта отряд власовцев атаковал нас в одном помещичьем имении. Двухэтажный каменный дом немецкого помещика стал для нас хорошим укреплением, и нам удалось автоматным огнем убить 20 власовцев, остальные рассеялись. Я тоже стрелял, но убил или нет, кого в темноте не разобрал. За овладение городами шло Штегерс, Вальденбург, Бублиц, 313-я Петрозаводская дивизия была награждена 2-м орденом Красного Знамени. 2 марта 3-й батальон полка, действуя как танковый десант, завязал бой с противником на южной окраине города Кёзле, стоявшего на берегу Балтики. Здесь наши разведчики во главе с лейтенантом Яковом Нечеплоренко, пользуясь темнотой, проникли в центр города, обстреляли и забросали гранатами артиллерийские позиции, уничтожили 20 фашистов, 3 взяли в плен и без потерь вернулись к своим. 3 марта наши части совместно с 18-й танковой бригадой штурмом овладели Кёзлем. В тот же день части дивизии ворвались в город Полянов.
После этого дивизия, отбивая многочисленные контратаки противника, наступала на город Штольн. В ночь на 8 марта разведрота под командованием начальника разведки дивизии майора Голубус просочилась через оборону немцев в Штольн, где в коротком, но жестоком бою уничтожили и пленили сотни фашистов, захватили важные оперативные документы. На рассвете 8 марта части дивизии штурмовали Штольн. В боях за этот город фашисты потеряли убитыми 2000 человек, пленными 510. Было захвачено много трофеев. За взятие Штольна дивизия была награждена орденом Суворова второй степени. После этого дивизия, повернув на восток, заняв с боями город Витунг и другие населенные пункты, достигла города Пуцик, севернее Гдыни. 20 марта дивизия получила боевую задачу 40-й танковой бригадой овладеть городом Клайм-Кац, западным пригородом Гдыни. После очень упорных боев в лесистой местности 23 марта удалось занять Клайм-Кац. При этом уже отличились разведроты, уничтожившие до сотни фашистов. Помню, как мы, стремясь попасть в Клайм-Кац, перепутали дороги и попали в городок Цопот. В этом курортном городке теперь проводятся польские фестивали песен. Там не было никого, кроме одного нашего солдата и двух польских детишек, которые ссорились из-за куска проволоки. Солдат на наш вопрос ответил, что это город Топ-Топ. Мы догадались, что находимся в Цопоте, между Гдыней и Данцигом. Оттуда до Клайм-Кац совсем близко. Но когда поехали к северу, нас неожиданно обстреляли немецкие минометы с господствующей высоты. Одну нашу машину разбило, ранило шофера, а остальные чудом выбрались обратно и достигли Клайм-Кац. Клайм-Кац противник обстреливал не только из минометов и полевой артиллерии, но и из морских крупнокалиберных орудий. На рейде Гдыни постоянно курсировали до 20 немецких военных кораблей, в том числе линкор Люцов, крейсеры «Принц Евгений», «Лейпциг», «Шлезвиг-Гольштейн». Огромные снаряды буквально перепахивали все поле вокруг нас. Около нас располагались наши минометные батареи. Хотя мы находились в 500 метрах от передовой, в такие моменты завидовали стрелковым ротам, которым корабельная артиллерия уделяла меньше внимания. 24 марта 1945 года командующий 19-й армией генерал-лейтенант Романовский, в 20-х годах он командовал красногвардейским отрядом, освободившим от белобандитов Колымские районы Якутии, отдал приказ на штурм Гдыни. Гдыня была частью польского коридора, выходившего к Балтике, и была сильно укреплена еще до войны. Гитлеровцы дополнительно укрепили город, используя прочные каменные здания. Первые этажи домов были усилены ячейками и мешками с песком, окна домов заложены кирпичом. Было создано много противотанковых рвов, барьеров, баррикад и железобетонных надолбов. Хотя население Гдыни уже голодало, Гитлер отдал специальный приказ удерживать город любыми средствами. С утра 26 марта начался штурм Гдыни. К вечеру дивизия овладела одним кварталом на юго-западной окраине, а затем 4 кварталами на западной. В течение суток полки дивизии отбили 12 контратак противника, а 28 марта, продолжая штурм, сломили сопротивление противника и освободили порт и город Гдыни. Противник потерял убитыми и ранеными 1400 человек, было взято в плен 1620 солдат и офицеров. За овладение Гдыни 313-я дивизия была награждена орденом Кутузова второй степени. Еще не доходя до Гдыни, мы освободили лагерь узников фашизма, где томилось 15 тысяч заключенных разных национальностей, в том числе много русских, украинцев, белорусов. Изможденные люди обнимали, целовали нас, плакали и благодарили. Девушка из Белоруссии, Галя Горбаченкова, рассказала, как фашисты издевались над заключенными. Они увезли на запад несколько пароходов с военнопленными, а в последние дни, чувствуя поражение, фашисты погрузили на один пароход заключенных, вывезли в море, расстреляли и сбросили в воду. Позднее оказалось, что заключенные в концлагере специально заражены брюшным тифом. Многие воины нашей дивизии заразились этой болезнью. Практически 2/3 дивизии выкосило от брюшного тифа. Они буквально чуть больше месяца не дожили до победы. Нам пришлось после взятия Гдыни простоять почти месяц в карантине. Совершив 300-километровый марш на запад,
30 апреля дивизия вышла к проливу Дивинов, который находился на устье Одера и отделял остров Волин от материка. 1 мая 1945 года был получен приказ форсировать пролив и ворваться на остров Волин. За проливом шириной 900 метров оборонялось 2 полка, 2 батальона и школа ВВС. Форсирование было начато 2 мая не утром, как обычно, а в 12 часов дня под дымовой завесой. Много наших воинов утонуло и погибло. Мы сидели в наблюдательном пункте в двухэтажном домике на восточном берегу пролива. Когда началось форсирование, противник открыл минометный огонь по домику. Прямым попаданием мины в нижний этаж были убиты начальник разведки дивизии 20-летний майор, всеобщий любимец Михаил Голубец и несколько связистов. Мы, находившиеся на верхнем этаже, остались живы. Части дивизии, прорвавшись на остров, неудержимо пошли на запад. И 5 мая 1945 года освободили город, военно-морскую базу Свинемюнде. Мы встретили праздник Победы на острове Волин. Так что нашему деду чудом несколько раз удалось избежать гибели в боях на фронтах Великой Отечественной войны. Ветеран якутской журналистики, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, с 2002 по 2008 годы был председателем Союза журналистов Якутии. Пожалуйста, Иван Васильевич. Ben Prokopyev'ın diyen settallah'a kırbet muhabbastan Prokopyev'ın muhtallah'a ülkeyi cebret Kundaya hayata ağabey Uçuğa kıyım sosyalistiyiz ki Yakutiyem Eter komünist kumanına Молодой коммунистен это могли, он так они как посарат молодежь Якутии был бы Ара например парк, это молодых корреспондентов приглашаем где? Вот Толога был Хугаряка проспект, как Октябрьская улица где-то. Москва, молодежь, пути хавят редакции товарты. Кисета стартует только я так говорю, что-то на гарду поэта, где она Дира Мачера. Он чабалам мустан, мандева Прокопьева, солдая бизнес, тебя наловат, Onun Prokopyeva skolun yaşam geçti sabırlarında atılıyor yeterli ihtiyaçlar. Ben de kaptım. Dedi hizmet erkenleri göster arasız kapsadan anda ben kendini bu üretim amhan sen Ahmet'den dedim arkika seride ve yatası gibi yadane kasır kibirinden orta tanıyan şekilde yaptı olur. Malgenleri yenerim olan kendine malgenler tutumdan sürüyle bu çocuklar kimdahane turlufsaydan bile kurtarır surukta çıkar en kimde takdimler bulan kendime olan taharita bu tahika sürüyle bu muhat
Hamsahan sabitiya etedek numara. Anladı genel uzak tohumlarını onurca bizi sakayar kendi gider Allah'a gidince Surah Pakistar'ın Allah'tan bir çaştı sakayar ettiler, gider bir türlü pahalımız kedi ettiler bunlar. Kendi daha teknik ettik. Anlatılan propaganda bu Şamşur'un da yürüyü varmış Şamşur'un Suriyeçi vardı. Müçal olanların sahibi bekle kapseder. Voltuğunun bitti saprovla yinap yerde kıyım kayıt kerespediyene bolayınca Arjun kitimiz kayırıyor ya diğer komposterine kıyır tane bir matana hani tane kendi bilir kim kolar istedik. Gelmezler. Fakat sahalı insanlar öyle. Onu sopranda benim kendisi o Şamşir'in gibi diye yarıştırdı. Sonra ben muhtamın o kadar şeyle kırdım. Yürü bana sonunda bir arkadaş etti sahalı kapsıdalar öyle diye. O yürü bana şimdi o dedi soruyu bu terasa istersiyle izden kısmı da bu çatavı Sovětské Rusie porostuje, bylo Allah nějakou spolku těch okolo běha, no takovou porapotě orion, který jsou teda soriu na Sovětské Rusie, velmi žádné. Bude to laham, zemalach, kde je žádné byli bar. Tak, no, propovědnost, Saha literaturaten asliyetter dinahtu jayabet anna biyete aqut bil jabet ki anam bu takaddes literatürde nasıl müstahemem o topluluğun delaleki. Lakin o mudahta o skoşve zamanın yetecek diyenleri olmakta kendi ispanın bilgi David gibi hükümet olduğu hakkı müstahaptır. Bu mehmet yıkar müstahaptır iyi para edebilir. Bu müstahaptır müstahaptır. Sonra ben müstahaptır. Şimdi bakın hani şeylik beyete bilen bizden toplum ülkeye o yaptık komisyonu. Bu başka sağlamak oldu. Komisyon yanmakta bir testler. Vardı budur. İvan Alexander Sarkozy da kendi bir şey yasanlardan gönderdiler. Kendi konuştular. Onda bir ne var budur. İvan Alexanderovич Sovětské Rusie korespondenta. On partija po kritikadan Sovětské Rusie studiert Arktikta Slovenia. Und dann vielleicht hier in der Bezirksgrenze Arkeologlar üretim korrespondentten buradanlar. O raportlarken task var. Tak, ondan tettire gelen sosyo-kultura zamredaktorı olur. Oçalarga seriga hizmet Borisov'un Bobuluk'ten tehir redaktör. Bobuluk gazeteye çöpe seriga hizmet böyle sahibi ki bütün büyüklerden uzak toplum ve müreyeler bitiyor imanlı sanırız tuhaflar. Redaktör olur. Anı şu sayarken bir iki kahve kalbağa geldiler. Bir redaktör olur. Ondan piyat sol bir yaşçılar raporu ifadesi kullanımında kıymet ettiğimiz sol bir yaşçının dedik. Mutlaka
Иван Александрович, она араррандар Иван Александровский, интон бэйэн, тоғызкайлар, сасикутияны бүгүлік интон Иван Александрович редактор болар. Так, ана тұрат Иван Александрович лөлелерді ана оқымдар, оқыма делиться бедесен орындар. Редакторынан Лев Дмитрий Егимова агындар. Бұл кәдім жембе ол Егимов подоктора полкөкейін тоғын сағын тоғықта. Так, Егимов редактор бұл өтілер Ивановскийде қасон бәйітші болар. Бұған партия командының кадрлары аттырын тұрғыға директор мына орал Егимов құрдық. Оғандық саха историяты білмәт кейі қамғаны бейді, олатқа бейділер кемі Прокопиеваны сол бейчінден орындар. Ана Прокопиеваны бұл бақта көйтіп тақсылдақтыр. Бары ол Прокопиеваны тәгімі пенсияға кәлі пармаққа пенсияға шекер Севекere müdürlükten oraya gidiyen dapat bilen seriye gidip seriye mecahada irhandan istediğim uçları bulan yarattığı bulan tanga akşam tepsilerle sen filmler ortam kadar bu kesinlikle göstermek olur sakın Müçülü bilgiler olanlar kamandını verip olurlar. Bütüne elbette yani bilmeti bu proska zeriyetler üstünden kapsın takımını. Olur sahaya kamandir hayır lojistik. Bileti dolayısıyla devlet ameliyatlardan İstanbul'da kadar tehdit askeri kanalları verdi. Orada bir baktı. Ondan sonra hayatın وقت مرات في أصلا على كاين خاصة دون خاصة دون في بكر السر وضع خوفا قلم تروح خاصة بو سريع نخين بالجنة بالمختار ديالنا بالمختار أريد مختار مطفى صار جديد جنة سريع نخين بالجنة أنا من جنة بيجي İddia, zaman, ahkam, ünlü, üstünden şatta hamile, milyonlarından Suriye bizden Cumhurbaşkanı sergiledir bildiriyor usta. Bir de yolda dayanılan hatta bana cevap olsa ki bana anın kameralar jandarlar orang betul hasil visual. Awalnya ostotan perbuatannya normal. Begini terdengar orang dari ya sekarang terang. Kalau ada Dağıtar ettim aslında Rahatlar onu bekliyoruz. Zaten aslında kadar bir bilim dikkatle yazıcı olmalı. Bunun yanında bir hayatla aktan sanat gibi ve müdüre sergiltir eder çıktı ki bildiren usta eder usta veren Suriye'den bir şeyden hatta kendine ortalık sırtasa mutlu Hari juga beliau sudah sana. Berkopinan sakçı alarna nuçalı sahalı degiter sorusut. Saha kendi degiter sorusutken kadar olur. Argunor iman Alexandros ortasında nuçalı sahalı degiter soru. Ben olur no pa letter de
şöyle Tabiistan ülkede saklı Suriyeli hani her baba sok. Allah kandıraşçılar, kandıraşçılar verelim soruşturmaları atanki yakaladılar kandıraşçılar el doğabilir. Bu böyle ayaktan ben bir tavanla suluk bu olarga anlam terapi kişi sanıyor. Bundan keyin bu var bu konuda bana hal bir dönemde propaganda sonra aktif bir şey tutuyor. Ben aptan Pedas jangan terletak dia kan stabil terjun masuk ayat baru dia sebelumnya ayat dari maktab nah orang dia tak mau Иван Васильевской газете «Илплемен», шеф-редактором. Иван Васильевич часто публикуется в нашей газете. Именно он пишет исторические статьи и статьи о наших ветеранах. И сегодня, когда мы смотрели выставку, я его тоже попросила, чтобы он ту же самую статью или обновленную может написать для нашей газеты. Иван Васильевич обещал, поэтому я надеюсь, что статья о Прокопе Ивановиче в нашей газете будет. Спасибо еще раз. Слово предоставляется и Борисову тоже, Афанасию Афанасьевичу, родственнику. Пожалуйста. Прокоп Иванович Resmen kötü oldular. Bunların için başkanı bir yapılan bir şey oldu. Mamleketi oldu tuhaf. Ondan tutup orada çıkardı. Prokop Ivanoviç tarafta ülkemizde bir şey oldu bu arada Moskova işçilerine gitti. Orta dönüşünde onu paralelinde vayına görenler vayını zıvayını kurtardı. Açtı. Onu bir kişinin yaptı. Bu vardı. Kıymetli ha skromlik. Allah elbette Allah ayakta. Üstüne hakaretler. Nahal oldu ki, onu da şuraya Petrovska Aliyansı'nın masaya anlattı. Bir hosta yavaşta böyle dijital anlattı. Bu arada işte bunu diyorlar diyorlar ki bir hosta sektör kısar. Bunu kimyalar saklayıcılar hayatlar. Onun daha karamatlı tekniği. Bütün de saklayıcılar da teknikler. Bunun harikini tuttu. Mutlu bir rekler. Onun talanlar gibi hayatlar. Onun da çok mutlu. Moskova'nın Uhan'ın kapıları on halımız kullanılıyor kadar şeyler. Bize bu konsoloslar, konsoloslar, dostlar, rekomendasyonlar, onu diyecek. Bunun çok da bayağı bir konular onlar, görüldüğünüz gibi konular. Kırınca onlar oldu. Bir bileydi, kolpoz tutulur. Sağın olsun diye kendini kırtar. Bir soru ne? Çok şöyle bir hafta üniversitede uzak kalktı. Şu onlarla bu kadar kişilerin geçiyor.
грамотный недостаток. Бегал вот так. Тоже что-то не так. Золотая слабица. Конкретная. Грамотный недостаток. Все Аллах как-то. Бухало туда юрист. Дальнего Востока, Армении. Билл буквально историк, Андриан Борисович, доктор наук, Саха истории, компьютерная, кровавый математик, учебник. Важно. Наргулан, Сидиняхан, Штатенкаян, Иван Хлопахет, Княгзи, Мартина Тохан, Володая, Даниш, Растни, Иракта, Мачахасар, Дикаган. Слово предоставляется Ольге Николаевне Дечковской, члену семьи, невестке. Ну, член сначала. Она Малина это читает. Да? У тебя же это Малина послание, да? Я думаю, что да, еще. Давайте тогда, Лена Ивановна Константинова, вам слово. Пожалуйста. Здравствуйте. Разрешите представиться. Я, получается, дочка брата Анны Филипповны, супруги Прокопия Ивановича. Моего отца, к сожалению, уже нет в живых. Его супруга Мария Егоровна Макарова, она сегодня не смогла присутствовать, она уехала в Чурчинский район по случаю открытия музея сестры своей, поэтому она вот подготовила свое воспоминание и попросила меня здесь зачитать. Прокопий Иванович Егоров Тугуна. Мен Прокопий Иванович тыгынча 966 сыллахтан билебин, кини мен кергенин Борисов Иван Афанасьевич Эджиин, Анна Филипповна кергене. Күтүетім. Иван Кепсябетинен Прокопий Иванович Анна Филипповналың тыгынча 904 сыллаха кергени болдыр. Ол сағаны әжейдері Полина Афанасьевна Борисова өктөңге фельдшер эбит. Onun кинилер иелеринен Варвара Гаврилевналың онна дүйет ол ете Алеша, Афоня, Ваня фельдшерской пун кыра хохукар оларбыттар. Ваня Кепсяне. Ол киеге бары астол тула оларын әлбеске Алеша мүлчүрүбет мүлчү бөгөнү ағарын исте оларбыттар. Онны жиелерин тахыгар сыргалах ат кэлэн тохтоолук. Ан ахылларын кытта икки сылыньяхтаах киһи киирен кэлбиттер. Киирбиттере эжиитере аня күтүөт агалбыт. Сарсыныгар күнүс көрсүһү курдук оҥорон баран төннүбиттер. Прокуратура сыргалаах атын уларсан кэлбиттер. Онтуктарын сарсынгы күнүгэр төнүннэрихтээх эбиттер. Прокопий Иванович военной форматын устайлиге. Күтүөрбүт ырас себерелээга, карага киэмнир, аралатчы көрбүт, уңоогунан саха киһидигер орто уңуохтаага, 170 сантиметр үттүктээга. Сэрии сагаланыгыттан сылдьан баран саңа 1904 сыллаахы кэлбитэ. Сэрийге сылдьан арас быһылааннарга түбэһиттэлээбитин этеде биир да баахырында суох кэлбит. Манна дагаттан эттэххэ Прокопий эбэтэ сиэне сэрийге барбытын кэнне кылтардан күн айы ол кылын көрөр эбит. Кыла сиэне кэллер дылы быстыбатах. Элбэх иелер эбелер онан билеллер эбит. Оголара хайдах сылдьарын. Кыллара быстыбытын көптөхтөрүнө айманаллар агай эбит.
Прокопий Иванович үрдік культуралах, кем билилях, күстях сахматчы, доватчы, математика ведь, учгайдык ылбыра ведь. Здесь мама описывает очень много вот из того, что здесь было озвучено, из его биографии, где он работал, когда воевал. Разрешите эти моменты упустить, так как она очень много написала, а хочется поделиться чисто ее воспоминаниями. И здесь она вот описывает, что ну вот как он работал, да, как он пришел к журналистике. И вот она еще написала здесь о его семье. Разрешите зачитать. Прокопий Иванович Ола Владимир Прокопьевич, поэт, мелодист, бейдин, хоганнургар, музыкатыгар, сурьян, толорора. Володя сколаға сылжан үчөйдік үйренер, болан артык лағырға сыннямыда. Аскола кәннеттен физматка үйрене килді. Университетка үйренер кемегер факультет ВИА салаячыда ыры стех ансамблен теребиді. Үчүгей спортсмен, спортивная гимнастика чемпиона кайгарджит эде. Концерттерге, походтарга, стройотрядтарга салаячынан сылжара. Юрягын бүтерен баран ағыяқ сыл кафедра үлелен баран янсы соран үлеләкті. Икки кыстақ төт сенмех. Улахан кылын сыбай батыгар анан свадебный вальс суруйпутун элбах сирге талартуулар. Төрөбіт Чокускайгар анан мой Седой Якутсктен мас желердях Чокускайын тоян суруйпут ырытын товарыстарга, гордуман чокутаттарга гимн старому городу Морогон город күнігер ден этикиллер биттер эте. Прокопий Иванович кыга Любовь Прокопьевна тыгынчы тоғыз сүзбен 2 сыллах төрөк. Тыгынчы тоғыз сөттөн 4 сыллаха егу БГФ-ны битерерин кытты үчүгө студент быгытынан Жданов атынан Ленинградта университетка стажировка ыппыттара. Амна тыгынчы тоғыз сүзөгөн сыллаха дылы өрен бите. Кэлен география кафедраты тыгар үлелен баран физико-техническая институциялера, гидрология лабораторияты үлели кирпиде. Общественный экологический центр терипитте. Чамчоева Валентина Дмитриевна кытты центры терисипте. 2000 сылдаха Америка андай дуга көмүс хостогунун үйрете Американы бир гына сылжылыда. Олықтақ омуктары кытта көпседен, кинилер олықтарын кытта білсіледі. Любовь Прокопьевна әлбәқ экологическая конференцияларға, телефон-марафонларға, митинглерге, акцияларға кытты бұда. Статьялары суруй бұда, экологическая экспертизалары үлтіс бұда. 2 брошюраны суруй бұда, 2 видео кинелері ұсты бұда. Любовь Прокопьевна сыты, хорсон кие әді. Олығын түрәбіт Кырайгар народугар анабыта. Народа дарубай чөлөлөктак боларын туругар кимтен да толдулакка телевизорга радиога раз у салгын көтөр сүйрер элбирин туругар туруласпыта. Эппитет тымыта сүйрпүтө көппүтө. Любовь Прокопьевна ие да быгытынан ситтеага лоон толорон барда үс оголак сетте сеннах. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие наши родственники, дети наших друзей, да. И вот что я хочу сказать. Ну, обратите внимание, у нас, значит, здесь присутствует Надежда Николаевна Шамшурина, это Юрий Иванович, невестка, значит, одноклассники Вовы, дети наших соседей и близких друзей, родителей Вовы Прокопия Ивановича и Анны Филипповны. Ну, то есть, как бы, такой небольшой коллектив, но очень дружный, мы все давным-давно друг друга знаем, со школы, с момента, как мы поженились, наверное, с Володей, да, и с тех пор поженились мы в 1971 году, и вот в течение 7 лет, что я была знакома с Прокопием Ивановичем, могу сказать, что человек был совершенно необыкновенно эрудически, настолько высоком уровне развитым, да, что он знал столько много
энциклопедических каких-то вот таких вот вещей. Мы тогда учились в университете, поженились мы рано, на 3-м курсе. Конечно, для меня в тот момент 20-летний, все, что он говорил, было очень интересно, было очень занимательно, поскольку мы росли в то время, когда не было телевизоров, мы ходили в библиотеку, очень много читали. И, ну, хотя мы много читали, но Прокопьева читал гораздо больше, чем мы, и его было очень интересно слушать. И причем, вот, понимаете, вы его знаете со стороны работы, творчества, да, а я чисто с бытовой, ну, конечно, там, когда он писал, когда он работал, никто ему не мешал, у него было свое место, кабинет, где он этим занимался, Анна Филипповна ему создавала условия, но в то же время у нас росли внуки, которым он уделял очень много внимания. Наша старшая дочь Кюна, она росла рядом с дедушкой, который очень много читал, очень много рассказывал. И вот я помню эту книгу сказок «Бейбери Кяненерсен». Там было, значит, с одной стороны на якутском языке, а с другой стороны на русском языке. Вот такие были у нас в то время книги, да. И вообще, конечно, ребенку, наверное, надо много читать, тогда он воспринимает это и развивается раньше, чем это он просто, вот, ну я не знаю, может быть и сейчас дети, я смотрю на своих внуков, которые сидят у телевизора или в своих гаджетах, возможно, они что тоже так же развиваются, но может быть немножко не в том направлении. Понимаете, то, что они слышат в своих гаджетах, те мультфильмы, которые там показывают, или какие-то передачи совершенно непонятные для меня, когда я заглядываю в его телефон, да, я думаю, надо ли это ему знать, или не надо ему это знать. То есть вот в то время, когда росли наши дети, и наши бабушки, дедушки вот, воспитывали детей, я рассказываю про Прокопия Ивановича, это было очень запоминающее. Человек был мягкий, добрый. Ну, просто времени мало, и давайте я не буду растекаться мыслью по древу. Мы проводили ему 2 юбилея. 70-летний, он проходил здесь в библиотеке в Национальной. Это был 1993 год. Я бы хотела включить 5-минутное видео. Просто там показывают людей, которых давно нет с нами рядом, но которые каким-то образом все равно они наши знакомые или какие-то известные люди. Выступление Дмитрия Николаевича Николаева, главного редактора газеты «Крым». В этом коллективе Прокопий Иванович работал долгие годы, и его там очень хорошо помнят. И его работа там была очень творческой и плодотворной. Этим всегда плавно реагирует на некоторые. Ига, это герои обменятся, улыбнут, Джон, Ванна, ini mana orang yang tidak al-makra. Ini bilang tahu terus orang kami cuma terus orang. Kalau orang mana Prokopiev Ivанович, mana dia bikin sedap, dia buat kan. Ini dulu lah, itu pandai lah, itu kecilnya orang tu hanya tahu. Boleh. Dan Prokopiev Ivанович kata, buat selarga, yang pada kita kerja ini kita, maka kan dikit, itu Ustadingat, dasarnya sekali hujan warna kulit, kalau kalian tidak melihat, maka kan dia kalau lihat, di harus selarga di kulit. Tak boleh tahu dia nak masuk orang kita nak berdoa tapi belajar berada.
Чернигов Торговый Сельские Хуя Харакка, Асоциативна, Волоска, Заставленные Тиагали, Кидин Мадес Хуя Харакка, Алака. Давайте парад, Theo sinh cái mức bạc của chúng ta phát sinh cái viên ở nơi tàu viên viên trong đất hoặc nó kiếm cho nó cuốn cuốn jadi ini kau sudah kena manja jadi honor dua jauh berapa Kena berkomentar, kita terus pun orang kita yang dalam antum orang. Jadi kan, mana anak kita sekarang, kita pun tahu bahwa yang cerita ciri waktu pula mata yang berkaitan ikat dengan kita, untuk tak pernah kita orang yang kita связанного с Прокопием Ивановичем, потому что это был настоящий газетчик, весельчак, хотя на вид он был немножечко, так казалось, такой чуть-чуть замкнутый, казалось кому-то. Это был человек очень веселый, компанейский. Я учился в университете заочным и вкусным, и мне нужны были публикации в газете, желательно большие. Работал я в районе здесь. Он говорит, ты посылай, я здесь посмотрю. Ну, я написал раз, написал два, по телефону разговаривал. И вот через него я вышел на странице социалистической группы. Секретарь, untuk begini. Kas penyidik kaya, komyak boleh tahu saja, nedia semua putun. Kepse terbit, kami kira nedia semua tak putun soal kita. Belum aktif juga kita kepse terbit, orang orang itu конечно ketana program. Вечер очень длинный, и все говорят много и хорошо про Прокопия Ивановича. И я рада, что тут сидят все родственники тех, которые там, ну, многие из вас, да, и что вы посмотрели на своих родителей. Ой, здравствуйте всем, дорогие мои. Я так рада присутствовать на этом вечере памяти. Я так благодарна и горжусь детьми, внуками Прокопия Ивановича, и что тут Иван Васильевич, я вам благодарна, что вы вспомнили Юрия Ивановича, потому что 2 года назад Юрию Ивановичу тоже здесь в Пушкино тоже отмечали 100 лет, да? Что все-таки есть люди, которые его помнят. Мы с Володей учились с 1 по 10 класс вместе, поэтому семью очень хорошо знала, хорошо помню бабушку, которая готовила гупах, лепешки, якутские гупах, и мы там со школы там прибегали еще, и это самое, мы жили там дальше, ходили в Володе, там, она нас всегда угощала, и это самое, ну вот, всегда были рады. Ну и потом, когда более взрослые годы, когда мы уже вышли замуж, когда это самое, и мы не прекратили так до самого конца Володи, это самое, дружить, ну и продолжаем, и девчонки вот дружат там, это самое. Ага. Я что хочу сказать, что, конечно, семья была уникальная, это самое, Анна Филипповна, когда начиналось соревнования по футболу, как она реагировала, как она бурно, это вот все. Мы были молодые, я всегда смотрела на нее и говорила, ну как же это вот такая вот реакция, что вот это самое, что женщины, ну, в возрасте, все-таки нам тогда казалось, что уже в возрасте родители-то у нас, и что она прямо там это самое активно очень, она была вся в телевизоре, там то, что мы чем занимались, это именно это самое. А Прокопий Иванович, конечно, он очень мудрый, но в то время, вот, конечно, я вспоминаю Юрия Ивановича, это вот как выражение, я там читаю, там как-то вот читаю, это что-то, ну вот когда после это самое, ну вот период похмелья, ну вот что-то там такое, ну вот, но я вот помню действительно, вот как сказала это самое Оля, что они вот действительно были людьми с энциклопедическими знаниями.
что вот это вот у нас те самые, все тома 57, по-моему, энциклопедии, вот эти вот старые, вот, богатые, говорит, такие были библиотеки, что действительно их можно было спросить, и когда вот они рассказывали, единственное, Юрий Иванович, конечно, не любил вспоминать войну. Вот это вот, он тоже был на Волховском фронте, был, значит, ранен там, поэтому, и когда вот он вернулся сюда, в Якутию, значит, он вот эту вот пенсию, которая, значит, была ему как инвалиду войны, он от нее отказался, потому что, ну, тогда, наверное, были такие вот времена такие тяжелые, что, в общем-то, как-то это вот он сам отказался от этой пенсии, потому что, ну, он же молодой, там, вот, сам я вернулся оттуда, ну, и как вот в помощь родине это было. Ага. Ну, конечно, большое, огромное спасибо. Вот мы пока живы, наши дети, мы будем помнить, конечно, наших родных, близких, которые вот в наше сейчас самое время, когда у нас мы в такой сложной тоже ситуации там, и мы вспоминаем, как вроде бы своих предков с великой благодарностью. Всего доброго. Здравствуйте. Сейчас меня зовут Максимова Майя Михайловна. Я сотрудник Музея музыки и фольклора народов Якутии. Сама журналистка, вот, публикуюсь во многих республиканских журналах и выступила редактором нескольких книг. В основном о фольклоре, о культуре Якутии на русском языке. Потому что моя цель о том, чтобы передать наши традиции, наши обряды, чтобы знала вся Россия. Это у меня такая цель. И сейчас я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы пришли, и особенно поблагодарить вот сотрудников Национальной библиотеки о том, что они нам предоставили этот зал, то, что они создали такую выставку, потому что я как музейный сотрудник знаю, как это все дело организуется и так далее. И выражаю большую благодарность вам за то, что вы нас приняли здесь. И я хотела бы рассказать о планах. Вот, получается, у нас идет столетие, ну, вот, юбилей дедушки, и мы хотим заняться переизданием книг. Все-таки вот генерал Притузов, мать Малгиных, и книгу именно вот о нем. Поэтому у нас в планах обратиться, вот, попробуем в литературный музей, потому что мы знаем о том, что у них государственное внимание, если там, если можно поставить, то мы вот туда к ним обязательно обратимся. Еще есть несколько вариантов тоже переиздания, вот, поиска финансирования вот, с Княгиней Владимировной. Мы будем этим заниматься вот, на протяжении этого года. И хотелось бы еще попросить вот с вашей стороны, чтобы вот для книги были отзывы в электронном, в печатном виде, потому что для книги будет удобнее, когда мы вот так вот соберем от всех здесь, которые присутствовали и так далее. Будем очень рады и благодарны вашим словам. Все, спасибо. Вы хотели еще публикации, да, чтобы в течение этого юбилейного года? Да, у нас будут эти публикации. Чтобы журналистское братья вспомнила о своем старшем коллеге. Да, тем более в наше непростое время. Да, 9 мая и в течение вообще всего года. Чтобы это вошло тоже в книгу воспоминаний. Майя, ты о фильме-то можешь сказать, который жалко, что не пришла Галина Захаренко? Прекрасный фильм про Прокопия Ивановича. Свет далек звезды. Мы обращались, дело в том, что какая ситуация вышла, то, что на НВК Сахара, то, что у них архивы были вот с фильмами и так далее собраны, у них произошло ЧП, получается, у них был пожар. И в итоге очень много архивных материалов именно вот они исчезли, поэтому мы обратились в аудиовизуальный центр по поиску материалов, но они ответили, что вот никак предоставить. У нас фильм-то есть. Такое короткое видео, да, где там девушка.
Ну у нас есть видео короткое, да, вот, что вот нашли, только что НВК выпустила. И вот мама говорила, что после смерти Прокопия Ивановича архив отдавали журналисту, да? Яковлеву. Но он умер, и архив, да, невозможно было у жены потом получить. Она его не нашла. Какому Яковлеву? Афанасий Михайлович еще? Я не знаю, вот, наверное, тот, который был редактором газеты там, Покровский. Я был фотографом. Ага. Он не писал. Ни одно слово не писал. Афанасий Михайлович Яковлев, это Покровский. Он пишучий. Покровскому давали. Покровскому давали. Да. Ну, его нету. Его давно нет, он быстро учился после Прокопия Ивановича. Она сказала, что там дети есть. Мы ничего не нашли, Анна Филипповна была еще жива, она просила, мы обращались, но ничего не смогли найти. Анна Филипповна отдала ему. Мария Павловна, наверное, тоже нету. Там что-то с конца самого. Спасибо, Мария Михайловна. Есть еще желающие выступить, рассказать, вспомнить о Прокопе Ивановиче? Тогда закругляемся, да, если нет желающих еще. Всем еще раз спасибо большое. Давайте мы выслушали ваши желания, ваши планы насчет переиздания книг. И, конечно, надо выпустить книгу памяти, книгу воспоминаний о Прокопе Ивановиче Егорове. Действительно, пока есть люди, которые его знают, которые его встречали, да, и которые с ним работали, пожалуйста, надо успеть. Время неминуемо быстро бежит. Сегодня мы здесь, завтра кто его знает, поэтому давайте в первую очередь надо собрать воспоминания. Мария Михайловна, она сама журналист, и занимается и выпуском книг, поэтому дело в руки, как говорится, да, зеленый свет вам, начните работать книгами. Это вполне можно сделать. Насчет публикации средств массовой информации, я сегодня перед тем, как идти сюда, разговаривала с редактором газеты «Якутия» Кондратьевой Матреной Васильевной. Я ей дала ссылку на онлайн, не знаю, онлайн сейчас идет или нет, она сказала подключиться и публикация будет. Также то, что я объяснила как следует Чакову Николаевичу, он говорит, никто мне ничего не отправлял, никто ничего не говорил, говорили только о присутствии, да, предстоящего утра. Да, вы разрешили спросили этим словом. Сейчас тоже сказала, он говорит, что публикация будет, ну что-то дали ему. Поэтому основных газетах республики публикации об этом мероприятии вообще столетию будет. Значит, в газете «Сапоселя» Якутия Тюмени. И у нас есть музей якутской журналистики. Мы его создали к 60-летию Союза журналистов Якутии, это 5 лет тому назад. Это общественный музей. Находится он на 3-м этаже дома печати в свободном доступе. Кто желает, может подняться на 3-й последний этаж дома печати, пройтись, посмотреть небольшой общественный музей именно по истории якутской журналистики там есть. Я сейчас затрудняюсь сказать, есть ли там материалы конкретно о Прокопе Ивановиче. Да, нет, ну вот, тогда можете преподнести нам его какие-то вещи, как экспонаты, да, потому что многие даже, вот у нас журналистка, например, феоктистка Ирина, Инна феоктистка, она переехала в Калининград в прошлом году, все свои вещи принесла нам. Гусева тоже Ирина, тоже переехала в Краснодарский край.
о муже, о себе, все вот эти материалы принесла. Газета «Адам плюс» закрылась, вы знаете, да, женская газета, и коллектив, и Людмила Николаевна Левина, вплоть от ручки надписью «Она плюс», там футболки даже, все принесли, и даже книгу приказов она почему-то принесла в музей нашей журналистики. Поэтому, конечно, от вас тоже следует работать плотнее с редакциями, да, с издательствами, конечно же, с Союзом журналистов Якутии. Поэтому обновим, конечно, постоянно обновляются экспонаты музея, поэтому если вы что-то дадите, подарите музею, это будет на обозрение всем журналистам, потому что туда приходят журналисты, будущие журналисты, то есть студенты отделения журналистики СВПУ, люди часто приходят, смотрят. Поэтому